Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 21 декабря 2023 года, 20:00 по Берлину, 21 час по городу Джохару. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Вы на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. С вами я, Аслан Арцуев. И у нас стрим после небольшой паузы. Мавидин, Асламбек, Адам, всех я вас приветствую. Алейкум ассалам, друзья. Итак, друзья, я еще не до конца выздоровел. Гуляет вирус по миру. Поэтому, друзья, берегите себя и свое здоровье. Здоровье самое важное, самое ценное — это здоровье. Так, Андро, Мавидин, Шамиль и все остальные. Я вас всех приветствую. Адам, алейкум салам. Так, начать хочу свой стрим, как обычно, с сообщения от Сбройных сил Украины. На сегодняшнее число, 21 декабря 2023 года, за прошедшие сутки уничтожено 1080 оккупантов, 14 танков, 31 боевая бронированная машина, 20 артиллерийских систем, 4 РСЗО, 26 БПЛА, 1 крылатая ракета сбита, 48 автомобильной техники и цистерны, 5 спецтехники. Всего уничтожено с начала широкомасштабного вторжения фашистской России на территорию свободной независимой Украины, то есть 24 февраля 2022 года по сегодняшний день, уничтожено 350, приблизительно 350 270 террористов. Как-то так, да. Так. Так, человек Демон ТВ у него ник. Демон это в другую сторону. Демон ТВ то. Так, Демон ТВ нас покинул со своими стандартными вопросами про Израиль. Всегда все, ну, как вы знаете, у российских пропагандистов тупая просто. Им пилят бабки, им особо напрягаться не нужно, у них мозгов-то особо и нет. Им важно, чтобы один и тот же нарратив вбивать нам, чтобы отвлекать нас от главных тем. И в первую очередь, конечно же, 7 октября, на день рождения Путина, террористы из Хамас совершили страшный террористический акт, чтобы отвлечь внимание от Украины, чтобы разжечь пожар мировой войны, который так грезили разжечь большевики и чекисты. Но мы не будем им в этом помогать. И не помогаем, наоборот, очень много делаем так, чтобы это у них не получалось. Поэтому как-то так, друзья. Будем говорить сегодня о Украине. Так, здравствуйте, Тарас, здравствуйте, Адам, алейкум ассалам, Усман, точнее, алейкум салам, привет всех, салам Машал, алейкум салам, Машал Гуль, Асламбек, шалом, витаю. Так, я хотел бы вам показать сейчас. Сейчас я постараюсь включить все это дело. Хотел вам показать одну фотографию. Я ее потом выложу у себя в разделе сообщества. Так, ну и где эта ж фотография? Вот она, эта фотография. Смотрите,
Мне сегодня ее прислали, и ее, наверное, будет разглядеть немножко сложновато. Вот смотрите, вот. Видно, да, или не видно? Но я сейчас вам буду это читать. Но это джихад называется, это Твиттер, Твиттер страница, джихад называется. Она похоже сделана, вот это джихад, их надпись сделана похоже на дождь. На дождь, понимаете, да? Это такой якобы такой либеральный, демократический, там такой секой. Канал такой есть, дождь. Который является ничем иным, как производной от имперского, от российской имперской вот этой пропаганды. Просто глубокого бурения, так сказать. Вот здесь написано 11 декабря, вот я это все показывал вам, здесь указана дата 11 декабря 2019 года, то есть 4 года назад. 4 года назад. Это сейчас возвращаясь к тем сейчас там, про там вот этих талибы, про Хамас там и так далее, и так далее. Здесь написано, смотрите, Дудаев кафир, Масхадов кафир, Басаев кафир, Яндербиев кафир, Умаров кафир, Гилаев кафир, Хатаб кафир и йеменский еврей еще. Нас просят объяснить, пишут они здесь, вот джихад пишет. Просит объяснить, почему Ичкерия кафирское государство, которое не имело никакого отношения к исламу. За нас это уже сделала медиаслужба исламского государства, которая разложила все по полочкам в понятной инфографике. И здесь написано Куфар Ичкерии, что демократия это конституция Ичкерии, Чеченская республика, суверенное, независимое, демократическое правовое государство. Потом флаг, национализм здесь указан, флаг. Ну и вот Джахар Дудаев, и вот то, что я получил, вот этот скриншот, то, что мне прислали. Я бы хотел сказать, что вот эти деятели, это, конечно же, Россия пишет, это российские спецслужбы. Никакого отношения ни к исламскому государству, как не имеют никакого отношения Хамас или исламский джихад, там еще чего-то, к мусульманам. Это только такая оболочка, только прикрытие. Точно так же вот эти товарищи, они не имеют никакого отношения к исламу, там, к мусульманам. Это ФСБ, это ГРУ, которые нам здесь рассказывают о том, что наша Ичкерия это куфар, что это запрет, что это там враг там, и так далее, и так далее. Сейчас же, это 19-й год, я напоминаю, 4 года назад. Сейчас же, как вы видели, когда на день рождения Путину террористы, которые вчера в советское время, если вы помните, они расстреливали израильских олимпийских участников Олимпийских игр, совершали разные другие террористические акты. Тогда они были социалисты, большевики, там коммунисты, кто угодно. Теперь они исламские джихадисты и так далее, и так далее. Сейчас, когда они большие исламские такие воины, якобы, они поднимают наш флаг, вот этот, который сейчас они нам говорят, это куфар, там все такое, что это там антиисламский флаг там и так далее, Дудаев там не мусульмане там и так далее, это Дудаев, Басаев, все. Эти люди с нашим флагом, с ичкерийским, вот с этим, и с волком еще, и гербом на этом флаге, выходили на митинги и таким образом пытались, тут они нас отрицают, а теперь они выходят с нашими флагами, выходили, сейчас у них спала вся эта тема, выходили на митинги пропалестинские, антиизраильские и поднимали наши флаги. Это лицемеры 155 уровня просто. Это просто мерзавцы и лицемеры, которые никакого отношения не имеют ни к исламу, ни к чеченцам, ни вообще к нормальным людям на земле. Это самые настоящие КГБшники. И вот когда заходят и разные тут начинают нам эти вещи писать, имейте в виду, да, есть там, конечно, полезные товарищи, которые обмануты пропагандой.
Есть какой-то процент фанатиков, реально фанатиков, которым никакие разговоры, они ничего не слышат, не понимают, в силу там разных там легко внушаемости, неадекватности, психических отклонений и просто природной тупости. Поэтому сейчас же они абсолютно беззастенчиво прикрываются нашим флагом. Имейте в виду, что к нам они не имеют никакого отношения, и они не имеют отношения к чеченцам вообще. Это все россияне, подрусские или подхолопные, как я их называю. Так, зашли к нам снова фабрика троллей. Привет, чертовка, Ибраим, Машуэль. Вот такие вот, спасибо за подарок. Штока, кто у нас еще тут пишет? Бельгия, Франция, Германия. Как вам кажется, здесь присутствует русский след? Может, слышали, сегодня произошел теракт, 24 раненых. Да, я слышал в самом начале, алейкум Ибраим. Да, слышал. Так. Слышал про террористический акт. Сейчас мы... В самом начале слышал, но почему-то в новостях пока... Вот. Стрельба в Карловом университете. В университете Праги не менее 15 погибших, нападавший застрелен полицией. В столице Чехии, в здании Карлова университета, в результате стрельбы были убиты более 15 человек. 24 человека получили ранения. Об этом сообщил в четверг вечером 21 декабря на брифинге начальник чешской полиции Мартин Вондрашек. Ранее полиция заявляла, что открывший стрельбу был ликвидирован. Глава МВД Чехии заявил журналистам, что стрельба в Пражском университете не имеет очевидной связи с международным терроризмом. Его слова цитирует Франс Пресс. Начальник чешской полиции Мартин Вондрашек в четверг вечером на брифинг сообщил журналистам, в результате погибло 15 человек, поменьше 24 ранее. Ранее в медицинской спасательной службе Праги сообщили о гибели 11 человек, включая стрелявшего. Об этом говорил представитель спасательной службы Яна Пастова в интервью чешскому общественному телевидению. Ее слова цитировал агентство France Press. Спасательная служба также сообщила о 9 раненых в тяжелом состоянии, 5-6 раненых в состоянии средней тяжести и десятки человек, получивших легкие ранения. Чешская полиция также сообщала в соцсети X, что нападавший, открывший стрельбу, был ликвидирован. Вскоре после 19 часов полиция Чехии разместила в соцсети X сообщение о том, что может подтвердить информацию о более 15 погибших и десятка раненых в стрельбе в Карловом университете. На данный момент у нас нет информации о том, что преступник связан с какой-либо террористической организацией, указывает полиция, сообщая, что продолжает устанавливать личные жертвы. Нападавший был... Так, что-то тут тоже обрывается. Стрельба в Пражском университете не имеет очевидной связи с международным терроризмом, заявил министр внутренней Чехии Вит Ракушан. Нет ничего, что указывало на то, что преступление связано с международным терроризмом. Как указывает Рейтер, чешская полиция заявляла, что правоохранители прибыли на место вскоре после 15 часов по местному времени после сообщения о стрельбе в здании факультета Карлова университета на площади имени Яна Палаха.
Глава полиции Мартин Вондрашек на вечернем брифинге сообщил, что стрелявший имел разрешение на законное овладение несколькими единицами огнестрельного оружия. По его словам, пока нет никаких доказательств того, что стрелка были какие-то сообщники. Он покончил с собой, но также полиция применила против него оружие, сказал Вондрашек. Ну, это может быть просто больной человек, может быть это какая-нибудь очередная провокация. Посмотрим. Мне кажется, что его накачали. Это работа российских спецслужб, говорит Ибраим. Ибраим, ты можешь быть очень близок к истине, или ты точно угадал то, что там произошло, потому что нужно здесь напомнить из опыта. В 2017 году, как известно, когда русские террористы из УФСБ, банды УФСБ по Чеченской Республике в 2017 году казнили более 100 человек чеченцев, задержанных, пленных, молодых людей чеченских. Это стало известно, и как мы знаем, Игорь Хвостиков, тогдашний главарь УФСБ по Чеченской Республике, был переведен в Казань, в Татарстан. И когда этот известный террорист, очень такие совпадения происходят, очень интересные, этот террорист, который специализировался на вот этих зомбированиях людей, на разные вот эти дела, как только он был переведен в Татарстан, буквально через несколько недель или несколько месяцев произошло аналогично, вот похоже на этот случай, который сейчас произошел в Чехии, когда сумасшедший или человек психически неуравновешенный, молодой человек, татарин, вошел в училище или в школу и там расстрелял тоже много людей и был пленен, и потом рассказывал, что ему Бог сказал заходить их, убивать, Аллах сказал ему убивать там и так далее, и так далее. Поэтому очень даже это возможно, и не находя людей, которые могут быть, вот у нас здесь в Германии задержаны 15-летние два молодых человека, несовершеннолетние, два 15-летних пацана. Понимаем, что эти люди тоже, молодые люди тоже подвержены влиянию, подвержены психологическому внушению. И афганец и чеченец были задержаны при подготовке террористического акта там, и так далее. Что-то они обсуждали, что-то говорили и так далее, и так далее. И я так полагаю, у вот этих террористов из ФСБ, у них, видимо, не хватает именно нужных, необходимых террористов, точнее, людей, из которых они делают. Они тоже, можно теперь, если за этим стоит ФСБ и этих людей используют, можно понять, что можно допустить, что они тоже жертвой являются. И если они 15-летних детей используют, потом мы знаем, во Франции парень тоже убил учителя, ингуш по национальности, и начали говорить, что он чеченец. Видимо, им нужен чеченец обязательно, совершеннолетний, взрослый, нормально, чтобы можно было показать, предъявить его общественности. Вот получалось, что не чеченец, ингуш, которого сразу же начали называть чеченцем, потом чеченец и афганец, о которых начали трубить, но они оказались несовершеннолетними. И сейчас происходит еще один террористический акт. И, видимо, это уже они использовали, может быть, даже не мусульманина. И именно поэтому, скорее всего, пражские, чешские власти сообщают, что, скорее всего, это не международный терроризм и так далее, то, скорее всего, у них заканчиваются или не имеют больше кадров, кандидатур, да, на сакральную жертву, на сакрального убийцы. И вот, по всей видимости, да, будут терроризм это самый главный конек террористической фашистской России.
И они эти методы будут использовать, мне кажется, еще очень долго. Сколько смогут, столько и будут делать. Ком не пропускают, говорит. У тебя ник, трудно поверить. Так. Вот такая вот ситуация, друзья. Асан, с флагом нас шутить они не будут. Цой, исламское государство, надо ехать, если они так сильно любят черный флаг. Да, это точно. Нет, их задача ведь не флаг поднять, добиться чего. Их задача нас дискредитировать. Поэтому они наш флаг будут везде пытаться поднимать. Но, слава богу, у них не получилось. Как мы видим, мы больше не клюем на их уловки. Тарас, да, смотрел я интервью с этим россиянином. Ничего необычного, ну ничего такого стоящего внимания. Да, Адам, совершенно верно. Валейкум салам. Если русские работают с Талибаном, то все возможно. Конечно, вообще во всех этих террористических группировках везде торчат длинные уши ФСБ или ГРУ. Это просто железобетонно. Аслан, слышал новость о том, что на территории оккупированной ЧРИ планируют создать палестинскую автономию. Об этом заявил один из рупоров гауляйтерского режима в ЧРИ Ахмед Дудаев. Садулла, ну я не слышал. Но они нашли, наверное, самую большую, ну, если после Ингушетии, если брать, одну самую большую республику они нашли, наверное, чтобы провести там. Только в секторе Газа, по-моему, проживало 2 миллиона человек. Как раз к тому количеству, которое проживает у нас, как раз 2 миллионов. Но это то, что мы говорили. И дело в том, что они создают ведь палестинскую автономию, они создают не для того, чтобы там проживали палестинцы, а для того, чтобы, об этом, если вы помните, Садулла, мы много об этом говорили, они ее пытаются создать для того, чтобы создать там центр терроризма, понимаете? Шарашкина контора под названием Русский институт спецназа. Какой может быть у спецназа институт? Вот если они создали, помните, они говорили, что в Чечне Дудаев создал полигон террористов, там, короче говоря, база международного терроризма, Лужков еще, ныне покойный, отвечающий перед Богом за все украденные деньги и за всю преступную свою деятельность. Они рассказывали, что мы там гнездо терроризма и так далее, и так далее. Вот теперь на самом деле там гнездо терроризма. И теперь они собираются создавать ее вот в таком виде. И мы об этом говорили, если вы помните. Цанумалило, что он царь Астан. Садула, вы идите, что что они хотят сделать из нас Палестину вместе с Турцией и вместе с Россией. Они хотят из нас сделать Палестину, понимаете? И вот все тюркские народы, которые интересны для Турции, эти народы будут управляться, помогать им будет Турция, а мы будем такими
террористами, которые будут вот по плану России, будем такими, которые начнут там угрожать всему миру, строить там всемирный халифат, там третье, десятое. Об этом плане уже давно я уже это все уже как бы предположил, уже был, контуры уже были видны, и я об этом заявлял. И сейчас идет такая же система, такой же план идет, чтобы чтобы с нами окончательно решить чеченский вопрос, чтобы чеченцев не осталось, чтобы чеченцы, которые живут в Чеченской республике Ичкерия, во временно оккупированные, чтобы они были оттуда депортированы, чтобы они были выселены куда-нибудь в другие места, и чтобы нас не осталось. И Турции будет спокойно, потому что Турции не нужны люди, которые имеют свое мнение, свое право и так далее, и так далее. И Россия, которая ненавидит нас всеми фибрами души, они собираются над нами совершить вот этот свой очередной свое ужасное преступление. Снова хотят. Так, вот с этими отправим это в баню этого, да, Васю. Так, давайте. Алейкум салам, республиканец. Кстати говоря, вот эти тролли, которые запускают, это и есть Ахмед Дудаев, один из главарей вот этих фабрики троллей, это и есть Ахмед Дудаев, Чингиз, как-то его, вот это они и есть, короче, которые тут этим занимаются. Пилят бабки, ничего сделать полезного не могут, только могут пилить бабки и тупо здесь писать просто мат-перемат. За что придется отвечать? 100% придется отвечать. Если они думают, что им можно здесь вот так оскорблять людей, и потом это им сойдет с рук. Нет, нет. Непосредственно, кто главный стоит над этими фабриками троллей и дает им методички на сегодня, что говорить, как говорить, эти все люди будут нести ответственность. Да, мулла. Мы установим точно, кто они, и, конечно же, будут нести ответственность. Да, тогда из столицы саудитов к нам перенести. Нет, мы, Асламбек, мы это расходный материал. Вот сейчас это их планы. Наша задача, чтобы наш народ не втянули в этого все. Понимаете, сейчас чеченцы получают боевой опыт в Украине. Много чеченцев туда забирают, много погибает. И сейчас они планируют, вот они боятся этих людей, которые получают боевой опыт, потому что они-то, многие там за деньги поехали туда, некоторые там насильно повезли их, кого-то обманом, там, многими, вы знаете, как они. Много способов используют, начиная от возбуждения уголовных дел, там, припугивания родственников, незнания законов людей и так далее, и так далее. И вот эти люди, которые сейчас получают боевой опыт, воюя против Украины, эти люди, в принципе, могут потенциально представлять угрозу для фашистской России. И они должны быть все ликвидированы. Они этого еще до конца не понимают. Либо они должны быть как собаки преданы, не дай бог он что-то должен, там что-то он вякнет против России. Все, этот человек сразу же попадет в черный список. Потом под какой-нибудь его там в пекло бросят или еще что-нибудь с ним произойдет. И поэтому эти люди, которых они долгие годы вот набирали, армия, там 3-10, готовили, эти люди по большей части из себя представляют угрозу. Они нас вооружали, чеченцев, вот, которые находятся во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, не для того, чтобы это оружие, навыки остались у этих чеченцев. Это люди, которые представляют угрозу. Сейчас их используют, бросают в пекло, и после этого уже можно будет расправиться с чеченским народом.
Понимаете? Так было в 1944 году, так было в 1940-х годах, когда они нас отправляли на войну, там готовились. К началу войны готовились, 30-е годы репрессии были, потом сама война, очень многие погибли. И потом уже, когда в республике не осталось практически мужчин, все женщин, детей, стариков, чисто по-братски, по-русски, подло и коварно отправили просто на холод и голод в Сибирь, чтобы люди просто умерли от голода и холода. Что, в принципе, и произошло. Более 60% чеченцев и ингушей тогда погибло. Это исторический факт, который мы не должны забывать ни в коем случае. Поэтому сейчас будут всячески пытаться раскачивать ситуацию, и из нас будут пытаться сделать новую Палестину, делать исламских радикалов, там, ну что угодно. Но чеченцы, которые требуют свои права и имеют какую-то силу для действующего режима, для КГБ, ФСБ и для фашистской вот этой верхушки в России, мы представляем для них угрозу. Вот что они с нами хотят сделать. Если будем умнее, то то некого будет обвинять, да? Так. Беженцы, батюш, Адам, это не беженцы. Это не беженцы. Алейкум салам, СС, Машой. Надеюсь, с приходом Трампа произойдет развал России, многие планы террористов не осуществлятся. Не знаю, Асланбек, не знаю, что здесь будет с приходом Трампа, потому что Трамп тоже не волшебник. Нам надо выжить в этом несправедливом мире. Нам важна каждая человеческая жизнь. Россия, конечно, захочет уничтожить нашего лидера даже руками украинских властей. Да, Сабек, это же проклятая Россия, когда же нам нужна Чечня без чеченцев, идут Рейнагенер, Мула. Для русских Чечня без чеченцев это какая-нибудь Грозненская область. Да, именно так республиканец она и называлась, когда нас всех депортировали, выселили и да, назвали ее, переименовали все наши населенные пункты, все переименовали. Мы будем учиться получать знания. Да, слава Ичкерии, слава Украине, героям слава. Героям слава, друзья. Вот такие вот, друзья, интересные вещи происходят у нас тут. Россия это колония США. Так, давай ты вот эту свою пропаганду, я вас тут блокирую, новый заходит, Россия это колония США. Так кто же вас завоевала, вы колония США? Вы вот эти вещи говорите. Так почему вы колония? Кто вас завоевал? У вас что, атомного оружия нету? У вас что, армии нету? Против Украины воевать? Есть. Геноцид в Чечне совершать? Есть. Против Грузии? Есть. Чего же вы такие трусливые-то, а? Всегда на слабых только лезете, а? Ну, как бы вам кажется, на слабых. Что же вы такие мерзопакостные? Постоянно одно и то же у вас. Одно и то же. Постоянно ноете, что у вас все плохо. Водку вам насильно в рот заливают. Наркотики вам насильно продают. Такое впечатление, что ни Патрушев, ни Путин, ни наркотиками, ни водкой не занимаются, не контролируют это все, да? Трамп понизит цены на бензин, и бензоколонка развалится. Да, было бы отлично. Было бы отлично, Асамбек. Суд запретил Трампу участвовать на выборах. Да, это один суд из одного только штата. Это еще нужно пересмотреть в Верховном суде. Ну, короче, пока так. Пока так.
пока будет дело рассматриваться, например, дело, когда передается в Верховный суд, решение, не помню какого штата, решение суда конкретного штата, оно пока приостанавливает свое действие, решение суда. И они могут просто потянуть, понимаете, до выборов президента, и потом это все может быть отложено. Поэтому пока участвовать в выборах может Трамп. Пока. Они сразу пошли на обжалование. Его юристы пошли на обжалование. Ну, конечно, это же Россия, щедрая душа, так что слава Украине. Героям слава, да. Может, они из сказок Федорова наслышались. Ну, конечно же, это нодовская такая тема, которые нам рассказывают о том, что Россия оккупирована. Нет, они сами добровольно, их и президент Ельцин, которого их Путину передал власть, никакого выборов, никакого смена курса, ничего не было. Власть была у КГБшников, послали Ельцина в Америку, он там скинул руки к небу, воскликнул: Господи, благослови Америку. И после этого их кто-то оккупировал, они какая-то колония. Сами просто с голоду подыхали, упали на колени и стали просить пощады. Мы отдадим биологическое, бактериологическое, химическое оружие, что, конечно же, было тоже обманом. Ну, кое-что отдали. Дали там контроль дать на свое 3-10, там ввели какие-то там демократические институты, их пустили во все международные, многие международные институты, G7, G12, G20, там разные другие европейские международные институты. В банковскую полностью систему им разрешили. Короче, этот спрут запустили, упав на колени. И американцы, Запад думали: вот, ну теперь людьми станут и так далее. А они не станут людьми. Не может крокодил стать человеком. Он крокодил просто по своей... Людоед, он человеческим мясом питается. Он другим ничем и не питается. Понимаете? Он какое-то время там травку щипал, притворялся, что он там травоядная. А потом раскрыл ноги снова. Хотя мы говорили, кричали, Джахар кричал. Весь чеченский народ истекал кровью, кричал, призывал: смотрите, сегодня, смотрите, что они над нами творят. И нет, мир делал вид, нефть, газ идет, русские им сказки рассказывают: мы демократы, мы будем жить с вами в мире. Ну ладно, скормим им чеченцев, ладно, подумаешь там. Один народ, над народом больше, народом меньше, сколько тут на земле народов, поживем без чеченского народа на земле. Вот так мир просто. И вот за это все, и в том числе Украина, украинские военные, украинские самолеты, украинские пилоты принимали участие, много что было. Наших бойцов выдавали, украинская СБУ охотилась за нашими бойцами, выдавала России. Хотя, конечно, были люди, которые помогали. Это те, кто сейчас стоит на страже Украины. Вот как-то к чему вот это все пришло, к чему все это, к чему это все приводит. Только что мне сказали, что пражский стрелок вел переписку с россиянкой в телеге. Интересно, конечно, интересно, Ибраим. Очень интересно. Очень интересно. Ну, длинные уши ФСБ должны торчать однозначно там. Однозначно. А должность дарья. Он бараса, должность $3 а? Президент мира просто можешь меня называть. Президент мира или царь. Царь мира. Вот такая будет для тебя у меня должность. Да? Или удушающий имперский империи фашистов. В 24 году это решающий мира Дайлмула. Дайлмула Мустан.
Спасибо, Тарас, спасибо, пока. Они так говорят, чтобы снять с себя ответственность и перенести на США, на масонов, на Сороса, Ротшильдов. Именно они виноваты, по их мнению, в шатком положении Рашки. Да, совершенно верно. То, что у них подъезды гадят, там, все остальное, конечно же, виноват Обама, все остальные, ну только не они сами, конечно. Именно так делают. И они хотят, ну, им абсолютно без разницы. Главное, знаете, делать свое дело. Я вот начал рассказывать и ушел от мысли. Только что перед этим стримом у нас было интервью Аядом Идиговым и Марией Максаковой. И тема была сегодняшняя, которая очень интересна. Аяд рассказывал, развал Советского Союза и принцип по формуле разойтись, чтобы сойтись. Понимаете, да? И вот таким вот образом они пытались обмануть весь мир. Они со своей колхозной экономики перешли на рыночную экономику, вошли все, как я сказал, и экономические, и политические институты международные, в которых их раньше не пускали, из которых было давно нужно сейчас вытуривать, но не так активно, как хотелось бы, это происходит. И вот они тогда еще заявили, мы расходимся, чтобы потом вновь сойтись. Чтобы вот это накопленное имущество Советского Союза нашими отцами, дедами поделить между КГБшниками между собой, прибрать все к рукам это, коррумпировать Запад как можно больше, вкладываясь деньги, там, ведя программу свою, и затем начать восстанавливать. И первая была, на их взгляд, самая слабая страна, это Чеченская республика Ичкерия, которая оказалась очень крепким орешком для них, и 25 лет они просто провозились, не могли справиться. И затем они пошли дальше. Грузия, там, Украина, и вот сейчас мы уже видим, широкомасштабно воюют против Украины. И сейчас можно уже сказать, что весь мир уже, в принципе, все понимает, и Россия будет остановлена. Да, уже остановлена. Алейкум ассалам война, машвой. Царь просто царь. Да, просто царь, да. Царь мира просто. Ассалам алейкум, брать ночью. Алейкум салам. Адиас. Машвой, шевега. Да, Федору много сказок там рассказывает. Ну, знаете, конечно, отчасти можно согласиться с тем, что говорит там, да, что колония там Америки и так далее. Но дело в том, что никто насильно колонию ее не делал. Они сами сказали, мы хотим быть частью мировой экономической системы. Понимаете? И из-за того, что у них голод был. Их американцы кормили окорочка, чтобы они с голоду не дохли. Понимаете? И вот в этой ситуации обвинять кого-то, но это только вот могут гимнюки так себя вести. Это просто верх, просто лицемерие, лживости и цинизма просто такое утверждать, что там Конституция, да, Конституция была, ну, обычная Конституция, российская Конституция, которая давала какие-то гарантии, как думали американцы, что Россия снова не станет людоедом и так далее, и так далее. Но когда она на нас напала, и мы увидели настоящее лицо русского людоеда имперского, и мы говорили об этом миру, мир сделал вид, что не замечает. Наше время, вот сейчас чеченцам, самое время сидеть и злорадствовать.
Вот мы же вам говорили, и вот мы вам говорили. Хотя, на самом деле мы этого делать не будем. Но мы должны напомнить, что да, продолжая по сегодняшний день, убивая нас, совершать геноцид, помогая России совершать над нами геноцид, став соучастниками этого геноцида, многие до сих пор обходят чеченский вопрос. Чтобы, не дай бог, их как-то не коснулось, ну, не дай бог, чтобы там не вспомнили им их прегрешения. Обратите внимание, все, кто обходит чеченский вопрос, чеченскую тему, причем те же персоналии, не просто та же страна, не просто та же там, не тот же строй, а те же люди, которые приходили к власти, они совершали геноцид чеченского народа. И если нужно атаковать вот нынешнего там президента фашистской России, там Патрушева, других, третьих, если вы на самом деле против них боретесь, если на самом деле вы хотите победить, вы обязаны просто сказать о самом большом преступлении фашистской России, об убийстве 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия этими же людьми. Но люди, многие просто делают вид, что нет такой темы. Нет, не будем говорить. А это есть индикатор, это есть показатель. Обратите внимание, все россияне или с Россией связанные украинцы аккуратненько обходят стороной вопрос касательно чеченского геноцида, чеченский вопрос в целом. А вот обратите на американца, Гарри Табах есть такой американец. Вот этот американец, при каждом удобном случае может сказать про чеченцев и Чечню. Потому что это просто вопиющий факт. Вопиющий факт просто. Понимаете? И вот исходя из этого можно понять, что Гарри Табах абсолютно непредвзят, абсолютно честен и, конечно же, не пророссийский. Остальные деятели могут там, если они не на задании, конечно, всегда обходят. Есть такой бандит Милов, такой есть. Да, тоже там про НКВД, там КГБ, про все это рассказывают. Ни словом про геноцид чеченцев. Причем вот эта гибня с шеи чеченцев не слазила на протяжении всей своей истории. Вот эта имперская фашистская русня, она всегда на нашей шее сидит и пьет нашу кровь. Я не знаю, откуда столько ненависти у них к нам. У нас только отвращение, как к дохлой скотине. А у них вот ненависть, просто уничтожить всех. Мы говорим, оставьте нас. Ненавидите вы нас. У вас огромная страна. Езжайте в свою страну, живите, оставьте нас. Мы вас не трогаем. Нет, надо всю кровь выпить, убить всех. Там, я не знаю, растоптать честь, достоинство, попробовать растоптать. И все, кто не говорит о Чеченской Республике Ичкерия, о геноциде чеченского народа, они являются соучастниками этого. Знаете почему? Потому что если вы на самом деле боретесь с фашистской Россией, вы не можете обойти стороной этот вопрос. Просто это самое большое преступление, даже вот на сегодняшний день, больше, чем в Украине. Буча на 1 миллионную республику. Вот Буча, которая была в Украине под Киевом, вот она в проекции на 1 миллион человек. Да, сколько там в Буче? 10 тысяч человек проживало. Или сколько-то там десятков или тысяч человек проживало. А Чеченская Республика вот целая страна. Только при условии, что Бучи помогли, людей реабилитируют, там как-то спасли, 3-10, а нас оставили вот в лапах этих людоедов. Конечно, это очень далеко идущие планы у фашистской России, чтобы вот дальше начать развитие своих вот этих преступных замыслов. Не знаю, не знаю. Опомнятся, проснуться, будем надеяться, проснуться. Самашки и Бамут не забыто. Да, Самашки отдельно, Бамут это была война, которая такая, противостояние, хотя Самашки сам населен, Бамут сам тоже стерт. А вот то, что было в Самашке, практически в каждом Самашке это был просто первый случай,
и такой резонансный, потому что журналисты были, все это присутствовали. Потом было очень много. Катарюрт, Алды, Первомайская, ну, каждый населенный пункт, так или иначе, в большем или в меньшем количестве убитых, вот это все произошло. Каждый населенный пункт, вся территория Чеченской Республики Ичкерия. И более того, вот эти все террористы остались со своими вот убитыми, взятыми в заложники, там, запытанными вот с этими людьми один на один. То есть мы остались с этим людоедом в одной клетке. И мир говорил: ничего страшного, потерпите, все будет, сейчас все наладится. Сейчас вы все сдохнете, и все наладится. И мы не сдохли. А теперь еще и из нас сделали рекрутов, из некоторых из нас сделали. Некоторые просто вынуждены оказались в этих рядах. Просто чтобы сохраниться. Если у тебя отец воевал, дядя воевал, там еще что эти десятое, то ну, твоя семья истреблялась полностью. Понимаете? И чтобы сохранить других своих сыновей, людей просто, мальчика какого-нибудь, отдавали в эти кадыровские вот эти банд группировки. Вооруженные бандгруппировки фашистской России. А потом ты втягиваешься потихонечку, ты уже там друзьями обзаводишься, коллегами, там одного убил, второго убил, уже все, деваться некуда, втянулся. Они повязывали еще кровью. Если человек среди них есть, и он не убивает никого, везде сторонится, они сами убивают и говорят: это он сделал. Вот убивают, в дом заскакивают кому-нибудь при задержании, убивают человека и говорят: это вот он застрелил. Все, ты уже не отвертишься, уже кровная месть на тебе. Вот эти люди уже знают, что ты убил их человека, хотя ты не стрелял, не убивал. Ну вот так получается. Потихонечку. А кто вообще заортачился и не ломался их, под эту систему, ну, служил в их рядах, и убивали просто. Отправляли на какие-то задания, с которых не возвращается, или в затылок где-нибудь из-под тишка. Все, тебя уже нет. Много таких случаев было. Хвостиковы, Кочевы не забыты. Да, Кочневы не забыты, да. Рамок, но сказал, что Крым... О чем ты, Мустан? Отмечается, что министр не называл конкретных временных рамок, но сказал, что Крым будет освобожден 100%. Так, друзья. Вот такая вот, друзья, интересная ситуация складывается. Поэтому, если не говорят о Чеченской Республике Ичкерия, знаете, этот человек либо гниль внутри, до макушек у него, либо соучастник геноцида. Блогеры-приколисты типа Марис 63 и то все блокируют, а у Фейгина все работает, даже Яндекс Донат. Давид, наш канал запрещен, знаете, на самом начале просто на рассвете. Только-только. У меня в день подписывалось 1000 человек, подписывалось там. И только-только мы начали на взлет пошли, нас сразу же подстрелили, сразу же Роскомнадзор запретил на территории фашистской России наш канал, несли в реестр там запрещенных каналов. 3-е, 10-е отменили, сперва монетизацию отменили, жалобами, и так далее, и так далее, и так далее. А ни Фейкина, ни там Арестовича, ни других там, ну с Украиной воюют, да, ну кого еще блокировать, кроме как, ну вот, например, там самого раскрученного какого-нибудь украинского блогера. Ну нет, никого не блокируют. Наоборот, даже там Скобеева где-то выступит, даст им слово, там где-то там их засветит, там где-то покажет, еще что-то. Нам наших родственников забирают, пытают, бьют током, возбуждают уголовные дела,
угрожают, там, заставляют снимать видео, хотя там особо заставлять и не надо. А этим, ну, все нормально, у тебя 1, 2 миллиона подписчиков, ничего страшного, вещай на здоровье, там, и Яндекс работает, и все работает, просто ляпота просто, ну, вот вам. И почему вот наш канал является индикатором на проверку на вшивость? Потому что нас с 35-6 тысячами везде запрещают, а этих не запрещают. Интересно, да, не правда ли? И сейчас с новой силой, вот мы начали поддерживать Аяда Идигова, наш президиум начали поддерживать, брать интервью начали, говорить об этом. Вот всячески сейчас канал начали снова атаковать. Отписки идут, скручивание просмотров идет. Ну, работают парни, работают. Почему, когда захожу на твой канал, пишут, что канал не существует? А, все понял. Как раз iPhone это, я как раз я это и объяснял. Вот поэтому и мешает, да? Актер Мальцев тоже ФСБшник? Конечно, Давид Исаев. Конечно же, ФСБшник он или грушник, я не знаю, но я полагаю ФСБшник. Но то, что человек системы и является симулякром, я в этом не сомневаюсь. Это мое сугубо личное мнение, потому что я особо вот этим деятелем не интересовался. Особо я им, какое-то время чуть-чуть я читал про него, а потом что-то уже давно уже не помню все вещей про него. Ну, конечно же, а как иначе? Табах честный человек, респект ему и его семье. Совершенно верно. Респект Табаху. Асан, неужели Украина управляет ФСБ? Ты в курсе, что в Фейгина работают все русские системы доната? Ну, я не в курсе, Давид, про его систему донатов, но и не управляет, конечно, ФСБ в Украине, но она имеет очень большое влияние и ресурсы. Управляет его величество господин украинский народ. И мы это видим. Вопреки всему украинский народ выстоял. Поэтому, конечно, вообще Советский Союз создавали и также его прекращали его деятельность. Это 3 славянских народа. Белорусский, русский и украинский. И огромное количество, около 40% КГБшников, это украинцы. Украинцы в том числе создали этого монстра под названием КГБ СССР. И вот этот Советский Союз. Поэтому это там такие династийные КГБшники, потомственные постгибнюки, которые имеют очень серьезные корни, глубокие корни имеют в украинском обществе. Очень глубокие. Поэтому, ну, все меняется. Да, поменяется скоро. Хвостиков сейчас уже в Татарстане, да? Маша, когда вы были в Москве, я тогда вас слушал. Адиас, я тогда не был публичным. Ну, я, конечно, несколько раз там выступал на телевидении перед зданием суда, где когда там выходил из здания суда, если там какое-нибудь резонансное дело было, и журналисты были. А так я не был таким публичным, как сейчас. Самое опасное в Украине Невзоров говорит. И не только он, да, Невзоров это матерейший преступник. Матерейший просто. Это просто вот этой администрации, которая сейчас есть в Украине, которая пригласила этого Невзорова, дала ему гражданство, это Подоляк, Геращенко, Ермак, наверное, да, который всем там заведует. Вот эти люди,
ну, плевок не только в сторону чеченцев, дав этому Невзорову гражданство, это просто страшный удар, не знаю, змею пустить там, не знаю, за пазуху украинскому народу просто. Это очень подлый был приемчик, да. И сейчас вот этот Подоляк, Геращенко, обычно, когда я Геращенко как-то если критиковал, сразу выскакивают разные там товарищи. Есть такая одна дамочка, которая начинает распускать слухи про меня, что у меня якобы бизнес в России находится, там, 3-10 и так далее, и так далее. Вот эти люди, они хотят сделать что угодно, начать открыть второй фронт, сделать что угодно, совершить геноцид, там, снова геноцид чеченского народа. Главное как-то показать американцам, Западу, что у них они какую-то работу ведут, отвлекают внимание от Украины. От Украины Россия не отстанет. Не отстанет. Но нужно создать такую какую-то видимость, что вот они что-то там борются, что-то делают там и так далее, и так далее. Вот такая вот интересная вот жизнь, это жизнь. Хатейль милу аслато. Вот бара садейль милу. Садейль Аллаху. أحملوا آلا سوم بوسل باول سي بوسل بسجور سو عش حول بلو آلا شو دولة حديل بلو باخ شو بلش دو بشي дитишь цвек. С новой силой начинается распускаться ложь про меня, что там я там такой враг мусульман, там я там воинственный там безбожник и так далее. И люди, ну, может быть, этот человек неумышленно это делает, может быть, это тоже тролль, как предыдущие, которые сегодня, в другие дни бывают, заходят и постоянно спрашивают какие-то вещи, которые абсолютно меня не касаются. Но нет, идет пропаганда днем и ночью, там грязь льется про меня днем и ночью. Причем грязь льется как в интернете, так и вот здесь они начинают там искать подходы, где мне напакостить, как бы меня убить, как бы меня замолчать, как бы чтобы сделать, чтобы я заткнулся, короче говоря. Но, увы и ах, придется терпеть, А вот ты меня спрашиваешь, Фри Чечня, вот ты меня спрашиваешь, Садель, Милу, туда-сюда. Инцаху балбу, Садель, Милла, Валла, аздюч деги, азбош деги, гушу, аздюцак, давахихо, аздюцак, дахаихун. Асвой ома, уацдауш, годешальч, и гунцагухун. А вот объясни мне, пожалуйста, что я сегодня, салам алам дочь, Хадель, Милу, хайтан, и все. Ну, как это? Ну, сделай что-нибудь тоже. Не веди сразу ты сейчас вот, если ты честен, если ты на самом деле честен, а не тролль, которых до тебя сейчас здесь уже 15 человек было, то ты должен анализ сделать что-то. А если ты честен, ты стал инструментом, ты дал себя использовать. Ты дал себя использовать, зайти сюда, чтобы отвлечь внимание, понимаешь? Ну понятно, гомелу китасо. يا دوج سجوا يا دوج يا دلاري حوجا دلق انت يرولع النهج غلق حوجا دلاري ايه درع حوجا غلقا دات زكاوي تفتسون زكاوي причем здесь زكاوي تسوي تسوي دويتسا شاش دويتسا شاش دير تسدها تيردولي تعو سديل ملوي سو иштуй бошиги цахоч. Так, давайте дальше. Так, Ашхимуле. Без решения чеченского вопроса невозможно идти дальше. Я думаю, это и есть Хаман Хайли, который говорил Джахар Дудаев. Ашхимуле.
Так, на кучур. Собу салбуи ватиба. Хаху балабу сомилла валаха. Чу я салам астаделербу хамину дейрес хой Ибраим. Так, без решения чеченского вопроса невозможно идти дальше. Я думаю, это и есть Аман Кайли, который говорил Джахар Дудаев. Асланбек, Аман Кайли у нас немножко другая. Я знаю ее, но я ее не раскрою. То, что невозможно идти, очень даже хорошо все идут, как ты видишь. Это если мы заставим их не идти, если мы будем им, как бельмо в глазу, напоминать, да, тогда что-то произойдет. Но, как мы видим, они тут интересуются вместо того, чтобы помогать чем-то делать, что-то делать. Вместо этого, вот ты видишь, что всячески пытаются ставить палки в колеса. Чодук, война, чодук. Ну и но мы будем бороться. И чем труднее, тем интересней. Чем труднее, хылмелду, интереснее душун. Армалу юмамаду. Уэгарлур дачун, юадыр дачун. Дэл мула. Извиняюсь. Это зараза, вирус, очень такой. Так, за 2 дня последнее про Навального было, что он исчез, пропал, и тут же этот пост репостнул в Твиттере X. Прикол в том, он сидел в ШИЗО, просто за кого это Милов и отдельная команда держит народ. Ну правильно, за кого, за кем есть, за тех и держат. Им абсолютно без разницы. Главное вот так нести, они играют там на американскую публику. Им нужно показать, что вот там сразу движуху создавать. Навальный пропал, Навальный, что он сидит в ШИЗО. Откуда мы знаем СИЗО, в ШИЗО он сидит, или же его куда-то переводят. И вообще сидит ли он вообще? А? Других убивают просто. А почему Навального не убивают? Вот мне интересный вопрос. Дотравить не могут его. Там, ну, короче, белыми нитками все шито. Оуш, мостал, чодук, война. Я тоже не верю, Асамбек, что он сидит. Асамбек, ёхшел, молодежь, сацуриерти, спиртной самолет, страшно портится. Я не знаю, что ты имеешь в виду, что я могу сказать. Мамалит бой, ацек. Команде Навального дали награду за то, что он был против войны в Украине. Что за бред у Запада в голове? Ну, Запад тоже понятие растяжимое. Так, у нас отключился. Навальный, этот, который Крым не бутерброд нам всем рассказывал, да? Возвращать Крым не нужно. Да я помню, он не был против войны. Какой против? Он только за был. Если было бы возможно, я 2 раза в день подписывал бы. Что подписывал бы? XXX. КГБ развалил Советский Союз. Можешь представить, чтобы ЦРУ развалило США. Да, республиканец. Мальцев грушник. Может быть, Осман, может быть. Асан, держись, больных людей много и неизлечимые. Так, это было, Асан, значит, у него их несколько. Может быть.
Modell соляцных шун подсохнувшая халка. Ради Бога, не занимайтесь ерундой. Ерунда уютиша, ерундой. Он будет озночо. Если, например, нас хотят использовать, если нас хотят уничтожить, если нас дискредитируют, называют террористами, отправляют на войну в Украину и так далее, и так далее, и я этому препятствую. А декас хочешь будешь, а? Агаск ног алуеш бол, декас бубо кабой, агаск бог деш, висцавыш от ашвек из дикубо, бой, и что лис? На бова камзат, вид видишь, малида, на он века. Они от нас не уйдут, тем интереснее будем сражаться в Тинидио. Да. Овально сидит где-то в Подмосковье в особняке Бочкири навсегда, скорее всего. Скорее всего. Так и есть, да. Скорее всего, так и есть, да. Вот такие вот дела, друзья. Так, сколько мы в эфире? 1:10. Ну, я болею сегодня. Так. Так. Ва алейкум ассалам, ночью. Пошел. Кудине он был дахижу роуши боич бунохчи киет дагадат свой. Кич беш бом в войнах. Есть кто понимает, есть кто все это видит, есть. То, что здесь пишут, вот война, если бы убрать вот этих пророссийских троллей, которые здесь сидят, которые больше ничем не заняты, кроме как нас где-то, нам здесь отвлечь тему, там, отвлечь внимание, там где-то нас попробовать отвлечь от наших разговоров. Если их убрать бы, совсем другая обстановка была бы. Если бы, например, наш канал можно было бы смотреть безопасно для человека, да, такую информацию, которую мы говорим, он нигде ее не получит, эту информацию. И вот эту информацию, которую вот он здесь получает, если ее можно было для него получать безопасно, и нас на территории фашистской России не запрещали, к нам не заходили бы тролли, которые там днем и ночью мат-перемат, вот эти все оскорбления писали бы, ты увидел бы другую картину. Это все обман, то, что нам вот этот интернет, вот эти социальные сети, русские научились ими управлять. Они вкладывают туда миллиарды просто, миллиарды. Еще давным-давно, когда мы еще даже не знали, насколько далеко идут планы вот этой фашистской России, КГБ, по контролю за интернетом, за вот всеми вот этими вещами. У каждого губернатора, так называемого губернатора фашистской России, есть свои фабрики тролли. У Путина свои фабрики тролли, у МВД свои, у каждого ведомства и министерства свои фабрики тролли. Большая работа ведется, большой обман, большущий обман. Большущий просто обман идет. Ну вот как-то так, да. Как-то так. Поэтому не отчаивайся, все нормально.
А враги есть враги, которые многие не понимают то, что мы говорим. Когда мы что-то им объясняем, им кажется, что мы это делаем во вред, что мы им там что-то хотим, там, какую личную выгоду ищем, еще что-то ищем. Не понимают нас. Но ничего страшного. Мы, главное, знаем, что мы делаем, мы верим в то, что мы делаем, и будем двигаться дальше. Далма Дерейсхуэль, Аснабек Дерейсхуэль. В школьном учебнике географии 90-го года писали, что США буржуазная федеративная республика, а через несколько лет после развала Советского Союза, когда переиздали учебники, слово буржуазное убрали. Ясно. Дал мула война, все будет Ичкерия, щек там она. Да, на войну нас отправляют. Нам сказали, смотрите, вы сдайтесь, не выходите на митинги. Много было обмана. Ладно, кто воюет. Воевать не каждому дано, не каждому хватает этой силы, мужества, там, стойкости. Ну, в душе не согласиться, это сил должно хватить у всех. Но нам сказали, вот эти, кто воюет, это бунтари. Они представляют нам угрозу. Для вас представляют. Смотрите, они там убили наших солдат, а вы пришли, ваших женщин, детей убили. Они прямо нам так это русские говорили. От 10 лет до 60 все боевики, бандиты, террористы. Если она жена боевика, как они нас называли, боевик, или жена террориста, то она родит террориста. Значит, ее нужно убить. Или если вот только что родился этот маленький террорист, его нужно убить. Вот так нам это все объясняли. И мы тогда, прекрасно понимая, что не вина тех, кто сражается, защищая свою и нашу свободу, не их вина в том, что нас бомбят русские, а русские пришли на исконно чеченскую землю. Мы сказали, ладно, хорошо, на митинг мы не выйдем. Это было относительно безопасно. Здесь, в Европе, это было абсолютно безопасно уходить. Но некоторые за деньги, не все же это из-за страха это происходило. Были деньги. Если бы можно было бы управлять нами только лишь страхом, нам бы ни одного рубля или цента не показали бы русские. А покупали, запугивали, дискредитировали, обманывали. Третье, играли на наших чувствах, на наших эго, как и сейчас продолжают играть. И нам оставили только одно право на жизнь. Сказали, мы вас не убьем. Но мы отберем у тебя все права, честь, достоинство, все, что у тебя есть. Ты будешь как зайчик, от кустика к кустику, от деревца к деревцу прятаться, ну выживешь. Мы сделаем их пока вот этих, кто с оружием в руках сопротивляется, мы их пока будем убивать, а ты бегай от кустика к кустику, к деревцу, прячься. И мы согласились на эти условия. Мы согласились. Да, много нашей стороны ошибки. Все это можно вспоминать и так далее, и так далее. Наши ошибки тоже были. Ошибки нашего руководства тоже были. Но потом, когда эти с оружием в руках, когда закончились, когда их искоренили, сейчас там есть некоторые деятели, я воевал там, сидит один деятель, тут рассказывает, да я воевал там, да я это, да я то. А война идет. Война не закончится. Если ты воевал, если ты выходил за свою страну, за свой народ, то твой народ сейчас уничтожается. А ты не воюешь, так как ты воин тогда? Если ты выбрал дорогу воина, ну тогда хотя бы не балаболь, что ты воин, бывший воин. Или ты действующий, или ты не воин. Все. Или сиди тихо. Которым там есть один деятель. Я не имею в виду тех, кто там воевал, ранен, там где-то там сидит, а просто кто кичится, я воевал. А теперь настало время забирать жизнь, право на жизнь, последнее право, основное право, которое у наших
сограждан с оружием в руках, защищавших нашу свободу, забирали, а мы сидели. Мы тихо сидели. Ой, да это плохие, нас бы это не коснулось. Да это... А теперь нас всех отправляют на войну. Всех. Всех, кто во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия и в фашистской России оказался. И всех отправят. Эта война разрастется до гигантских размеров. До гигантских просто. Понимаете? Это противостояние будет очень кровавым, по всей видимости. Я не пророк, не провидец, но могу предположить, что очень далеко все это заходит. И теперь отправляют людей, которые даже не родились тогда еще, которым сейчас по 20 лет. Когда начиналась Вторая русско-чеченская, они даже на этой земле не были еще. Их отправляют на войну, они там гибнут. Они там гибнут. А те, кто одевал форму русскую, и его не смущало, что он одевает форму русскую, вот теперь он расплачивается за то, что он пошел на услужение врагу. Как-то так. Qidam Царевич, митинг Да, Кавказ-центр распространил. Саудовская Аравия, это Кавказ-центр не от себя только это сказал. Это, Кавказ-центр всегда, что России выгодно и Турции выгодно. Кавказ-центр уже давно стал уже не чеченским рупором, а это русскоязычным турецким рупором это стал. Издали указ тогда, что... указ, фетва. Что, какой указ, какая фетва? Кто такая Саудовская Аравия, чтобы нам указывать? Они нам что, денег давали, они нам своих воинов прислали, оружием нам помогали. Кто они нам что-то указывают? Издали указ, на митинги выходить харам. Значит, всю историю люди, мусульмане в том числе, выходили на митинги каждую пятницу. А вот когда это России было во вред, сказали харам. И все, и все начали здесь нет, сказали харам. Многие сами себя обманывали. Многие прекрасно знали, что это все туфта самая настоящая. Нет, ладно, не будем уходить. Не сказали не уходить, значит не будем уходить. Мы сами себя загнали в эту ловушку. Мы сами сделали много ошибок. А тех, кто говорил нам правду, мы того называли сумасшедшим, дураком, а потом его Россия убивала. Все, или он просто уставал и сдавался. Понимаете? Безграмотные, необразованные, алчные выходили вперед. Им давали денег, и они, теперь я все могу, я все вижу, я все знаю. Вот как все это происходило. Алейкум, говорит, Машуа. Так, говорит, Милуартиш, его атавицина горисвик. Сунет, дагиовать, ник. Собордила. Ахата. Аса я отсеиваю этот безнадежный мусор через сито. Окей, Амзат. Давай. Аса я много думаю, о многом появляют мысли. Когда задумываюсь о палестинцах, которые привезли на Кавказ в качестве беженцев, или их заселят на границе Чечни, а аварцы сядут наших домов, оставив их. А аварцы сядут наших домов, оставив их палестинцам наши дома. Да не, Буря, зачем? Нет, смотрите, если они нам и везут беженцев туда кого-то, то они везут, скорее всего, семьи своей агентуры, потому что там очень жарко, и они сейчас вывозят этих.
Также они могут ввести людей, у которых погибли семьи, у кого погибли родственники, молодежь какую-нибудь, которую потом можно будет использовать как в качестве террористов. Это может быть. Вот всю пакость, какую возможно, они это могут придумать. Это мы должны понимать. Как-то так, я думаю. В советских книгах про народы писали, что турки, американцы и так далее, это какие-то империалисты, типа все зло от них, как будто это они про СССР писали, но, как известно, государство контролировало литературу. Да, Вторую войну помогли против нас саудиты. Да, и не только саудиты, и не только, я тебе сказал, Самбек. А саудиты, да, очень помогли. Поэтому же Путин и вот этот принц их, два кента. Почему чеченская молодежь слушает саудит, который никакого отношения не имеет ни к чеченцам, ни к Ичкерии, но не слушает, или президент правительства? Ну вот, не знаю, республиканцы. Потому что много ведется работы. Просто хочу понять логику, не пытаюсь никак умал. О чем ты, Леон? О чем ты? Будер говорит, конечно, Бог, дух бален Бог, один из последних магикан, тебя срочно нужно сфотографировать и в музей поставить твою восковую фигуру. Потому что кроме тебя, что Абдурахманов Тумсо является агентом российских спецслужб, который прослушивал наших бойцов, переводил на русский язык, с русского на чеченский язык, знает уже, я не знаю, все. Ты один из последних. Я думаю, тебя нужно сохранить такого уникального человека. Тебе надо восковую фигуру сделать и поставить в музей. Просто сколько лет это Америка, будь это Израиль, не смогли нас признать независимыми. Да, Леон, это правильно. Это правильно. Я вчера разговаривал с одним человеком, и он мне говорит, нас никогда не признает, Запад нас никогда не признает, Америка никогда не признает, Европа. И это человек, опытный человек, это старый человек, закалкой человек. И знаешь, до глубины души его слова задевали меня. Потому что, может быть, я слишком идеализирую, может, я слишком фантазирую и мечтаю, чтобы нам помогли. А он человек уже прожженный опытом, жизнью. И только что я сам говорил о том, что весь мир помогал уничтожать нас. Или молчал тихо, мирно. И если они до сих пор не помогли и дальше не помогут, но в этом есть логика и трезвость. Но возникает другая ситуация. Даже если они нам не помогут, мы зато можем сказать, мы обращались к вам, мы говорили вам, мы просили вас нам помочь. И, как говорится, кашу маслом не испортишь. И из-за того, что нам самая большая страна посчитала, у нее другие какие-то свои национальные, а у нее свои национальные интересы, не чеченские, как и у нас свои, понимаем, да? Сейчас ситуация в мире изменилась, на что я могу ссылаться и на что у меня есть надежда. Ситуация в мире изменилась. Россия раскрыла свое истинное лицо. Видели, как в этих фильмах ужасов, когда там к зеркалу подходит, там красивая девушка, а потом смотришь, у нее такое страшное лицо такое. Вот так мы это лицо видели. Не видел остальной мир. Мы говорили, кричали. На нас, как на детей, смотрели малых, которые говорят, мама, там привидение. Ему говорят, да, сынок, уйди, короче, о чем ты говоришь, какое привидение? Теперь увидели это привидение, вот этот
Фредди Крюгера этого увидели. И есть надежда, что мир не будет так глух и нем этой вопиющей несправедливости, которая произошла с нашим народом. Именно поэтому я кричу, я сижу здесь и призываю, я мог просто писать свои бумаги, которые я постоянно пишу кому-то что-то, и сидеть, как и вы все, или зарабатывать деньги, и тоже, ну, не светиться, я имею в виду, или делать что-то, но не светясь. Как многие из вас, например, не светитесь, болеете, там, переживаете, или между собой в скайпе, в ватсапе пообщаетесь, и на этом заканчивается. Поэтому, ну вот так я посчитал, что может я идеалист, может я наивен. Посмотрим. Посмотрим. Так. Алейк салам бамот, машвой. Вывозят семьи родственников политдеятелей, в том числе и Махмуд Аббас, который был за убийство чеченского народа. Ясно, Асанбек. Наверное, так и есть. Политические деятели из своей агентуры ГРУшной, которая там была. Так, друзья, мы уже 1,5 часа в эфире. Я думаю, я закончу на этом свой стрим. Я думаю, завтра я проведу на чеченском языке, посмотрим. Может, на русском, раз у нас пятница. А у нас по традиции мы в пятницу на русском проводили. Поэтому, может быть, посмотрим. Завтра узнаю. И еще неизвестно, как я себя буду чувствовать, потому что я еще не выздоровел. На этом тогда я закончу свой стрим. Друзья, думайте, думайте, или будут думать за нас. И будут нами управлять. Будут нами управлять. Мы должны стать единым, думающим организмом, единой нацией. И тогда будут с нами считаться, тогда мы будем сильными, тогда нас будут уважать. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Adiküel marş ol büz de galıyor şu masera. Adiküel.